О самых заметных событиях понедельника, 31 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Горячая линия продолжает работу. Более 1000 заявок отработали волонтеры штаба «Мы вместе» в Якутии. Вехи истории. Старейшая электростанция Нерюнгринского района отметит юбилей 60 лет, как сегодня работает Чульманская ТЭЦ. Молодые предприниматели Якутии получили гранты. Общая сумма порядка 30 миллионов рублей. Расскажем подробности. Также республике выделят более 85 миллионов рублей на создание школ креативных индустрий, чему планируют учить школьников. А в Алдане уже учат управлять квадрокоптером. Первая группа курсантов получила сертификаты операторов управления беспилотным летательным аппаратом. Более 1000 заявок отработали волонтеры штаба «Мы вместе» в Якутии. Напомним, граждане могут обратиться на горячую линию 122 и получить ответы на вопросы, а также необходимую помощь. Линия работает в помощь семьям мобилизованных. В Республике Саха-Якутия продолжается акция «Мы вместе», которая работает по 4 направлениям. Это юридическая, психологическая помощь, это помощь мобилизованным и их семьям, и сбор гуманитарной помощи «Якутия с тобой». На данное время по республике отработано более 1000 заявок. Заявки мы принимаем по номеру 122, кнопка 6, где каждый мобилизованный и их семья могут оставить свое обращение. И наши волонтеры во всех районах республики обязательно им помогут. Что касается помощи волонтеров, то здесь стоит отметить то, что на этой неделе в Нюрбинском районе, например, сделали выезды по селам, где сотрудники управления молодежной политики, волонтеры оказывали помощь на местах. Также стоит отметить работу Нерюнгринского района, когда помогли мобилизованному, который находится в Хабаровском крае, получить посылку. Для того, чтобы оказать эту помощь, потребовалось внимание 5 человек, абсолютно незнакомых, и все оказались добрыми и с радостью помогли этому мобилизованному. Также идет еще интересная информация, была в Алданском районе, когда зарегистрировали брак мобилизованному, который находится еще в Забайкальском крае. Таких историй очень много. Сейчас волонтеры приступают оказывать помощь семьям в подготовке к длинной зиме, к заготовке льда, помогают по хозяйству. И сейчас мы с уверенностью можем сказать, то, что мы не одиноки, мы вместе. Центр «Мой бизнес» при Минпреде Якутии проводит краткосрочные курсы, посвященные основам предпринимательской деятельности для правопреемников бизнеса. Согласно российскому закону, гражданин, призванный в рамках специальной военной операции, не может продолжать руководить бизнесом. Однако существует возможность переоформить свое дело на доверенное лицо, которыми, как правило, становятся супруга или ребенок старше 14 лет. Курс по основам предпринимательской деятельности проводят онлайн. Запись возможна дистанционно. Достаточно зайти на портал мойбизнес14.рф и оставить заявку. Занятия проводят каждую пятницу. Курс для всех абсолютно бесплатен. Мы, конечно же, рекомендуем каждому, кто будет заменять владельца бизнеса в период его отсутствия на передовой, мы предлагаем пройти также обучение по уже более длительному, основательному курсу, 5-дневному корпорации малого и среднего предпринимательства «Азбука предпринимателя». Дальше углубиться, пройти акселерационную программу. И на базе Центра «Мой бизнес» каждый из жителей республики может пройти комплексное обучение по более чем 20 проектам. После объявления частичной мобилизации в России ЗАГСы работают в новом режиме. На регистрацию брака приходят не только те, кто дождался назначенных дат, но и молодожены, одному из которых предстоит отправка в зону специальной военной операции. В отделе ЗАГС по Нерюнгринскому району число заявлений от граждан, желающих вступить в брак, увеличилось. В соответствии с законом регистрацию заключения брака производят через месяц после подачи заявления. То при особых обстоятельствах допускается сокращение срока, и желающие могут расписаться в день подачи заявления. Для этого необходимы подтверждающие документы.
Регистрация брака в срочном порядке предусмотрена подача заявления и регистрация в день подачи заявления для граждан, имеющих на руках документы от военного комиссариата. Это могут быть извещение, справка, повестка. С начала мобилизации в нашем районе были зарегистрированы 16 браков. А вообще подача заявления увеличилась в 3 раза. Средняя подача заявления в месяц составляет 50 штук, а в сентябре месяце было 185. А ученики нескольких школ города Ленска написали письма солдатам в места проведения спецоперации и тем, кто сейчас находится в больницах с ранениями. В письмах дети рассказывают о себе, выражают благодарность бойцам и по-детски, от души поддерживают наших защитников. Ученики 3-й городской школы собрали для мобилизованных якутян посылки внушительных размеров, куда они положили то, что, по их мнению, может пригодиться защитникам в местах несения службы. Ребята приносят, смотря кто что. Медикаментов очень много одежды мы собрали. Вот несколько огромных коробок стоят. Всякие разные предметы гигиены, очень много еды, сладостей и круп, которые не испортятся. Цветами флага Донецкой Народной Республики сегодня загорится главная телебашня Якутии. Ко Дню народного единства подсветка столичной телебашни с 31 октября по 4 ноября вечером окрасится цветами флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав Российской Федерации. Так, День народного единства страна в этом году отмечает с новыми субъектами. В России теперь 89 регионов. Население увеличилось более чем на 6 миллионов человек и составляет более 152 миллионов. Идем далее. Минтруд России разработал проект постановления. Он определяет правила направления мат-капитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет, вне зависимости от очередности его рождения. На данный момент ежемесячные выплаты из мат-капитала можно получить только на 2-го ребенка в семье. Также деньги выплачивают до достижения ребенком 3 лет. Размер ежемесячного пособия составит 1 прожиточный минимум на ребенка. Выплаты из материнского капитала можно будет получать одновременно с универсальным пособием, которое начнут выплачивать в следующем году. Старейшая электростанция Нерюнгринского района 4 ноября отметит юбилей 60 лет. В этот день, в 1962 году, теплоэлектроцентраль в поселке Чульман запустила свой первый турбоагрегат. Как работает сегодня Чульманская ТЭЦ, расскажет Ирина Лазаренко. В основе работы любой тепловой электростанции лежат свойства пара, которыми он обладает. В качестве топлива для нагрева воды используется уголь. Твердое топливо поступает в углеразмольные мельницы. Оттуда измельченный до состояния пыли уголь транспортируется в топку котла. За счет сжигания пыли происходит теплообмен и нагревается вода в экранных трубах котла. Образуется пар, который заставляет вращаться ротор турбины. Она и вырабатывает электроэнергию, а часть пара уходит на выработку тепла. За процессом круглосуточно следят начальники смены станции. Бывают частые проблемы с углем, влажное топливо. Приходится иногда применять и физическую силу, и кувалды, и пики. Профессия машиниста котлов более мужская работа, нежели женская. Но так как у нас персонал уже давно обученный, раньше работали и женщины, много причем женщин было, то и продолжает работать, то и справляется уже многие годы, работают здесь. Информация со всей станции по режиму работы оборудования стекается на главный щит управления. За процессом круглосуточно следят 3 смены машинистов. От выполнения их обязанностей зависит безопасный экономичный режим работы всего основного и вспомогательного оборудования. Наша задача – это ведение оперативного графика режима работы, поддержание графика тепловых сетей, ввод в работу, вывод в ремонт, в резерв оборудования. Чульманская ТЭЦ – это, так скажем, жемчужина Южной Якутии. Вся энергетика данного района начиналась с нее. Очень много лет назад станция была построена, обеспечивала строительство поселка Нерюнгринского района, фабрик, наших заводов.
Сегодня установленная электрическая мощность Чульманской ТЭЦ составляет 48 мегаватт, тепловая – 165 гигакалорий в час. Годовая выработка электроэнергии – 99 миллионов киловатт в час, а тепла – 344 тысячи гигакалорий. Благодаря работе электростанции обеспечивается электроэнергией поселок Чульман и горнодобывающая промышленность Алданского района. Теплом промышленные предприятия и жилой фонд поселка Чульман. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а завтра в России меняются правила проверки счетчиков воды в квартирах. Стандарт устанавливает методику и последовательность первичной и периодической проверок приборов учета. Это должно отсечь сомнительных и не имеющих аккредитации организаций, навязывающих гражданам свои услуги. В частности, новый стандарт устанавливает применение современных рабочих эталонов, использующих автоматизированные способы синхронизации со счетчиками воды, то есть видео и фотокамеры, частотные сигналы и другие, и современные методы цифровой передачи информации в Федеральный информационный фонд. Такие операции должны повысить достоверность результатов проверки, а также значительно сократить время оказания услуги. Молодые предприниматели Якутии получили гранты. Так, 46 молодых предпринимателей выиграли гранты на сумму более 15 миллионов рублей. 36 соцпроектов получили поддержку на такую же сумму. Всего на участие в конкурсе поступило порядка 100 заявок от якутян, рассказывает Валерия Наумова. Всего на участие в конкурсе подали заявки 104 якутянина. Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. А для предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в арктической зоне, 1 миллион рублей. Значит, заявки у нас принимались в течение лета. Хотелось бы отметить, в этом году на социальное предпринимательство и на молодежное предпринимательство у нас было направлено свыше 34 миллионов рублей средств федерального бюджета. На следующий год у нас предусматривается в рамках нацпроекта более 40 миллионов рублей. То есть возможностей и доступности для начинающих предпринимателей молодежи у нас будет больше. Основной критерий отбора – это наличие бизнес-плана, то есть оценивается потенциал предпринимателя и обязательно наличие прохождения образовательной программы по теме «Открой свое дело». Оператором образовательной поддержки у нас выступил Центр «Мой бизнес». Одним из победителей в категории социальных предпринимателей оказался Центр развития ребенка. Центр функционирует с 2015 года и предлагает услуги по уходу и присмотру за детьми, а также по дошкольному образованию. Мы выиграли максимальный грант на 500 тысяч, и мы сейчас открыли много кружков, такие как ментальная арифметика, робототехника, работает кружок «Здоровейка», это оздоровительный кружок с элементами ЛФК. А также у нас есть танцевальный ансамбль. У нас отдельный зал хореографии, где дети очень с удовольствием занимаются. Все средства будут направлены на развитие центра. Сама программа предоставления грантов социальным предприятиям действует с 2021 года. Но с текущего года в категорию получателей гранта в форме субсидий включили и молодых предпринимателей до 25 лет включительно. Например, Артур вместе со своей мамой в 2017 году открыли студию йоги. На протяжении 6 лет они стараются привлечь как можно больше людей к этому направлению, ведь йога имеет множество преимуществ и благоприятно влияет на организм. Написав заявку на участие в конкурсе, выиграли грант в размере 500 тысяч рублей, который направят на развитие своей студии. Бизнес-плану нашему проекту, который мы защищали, основные средства, конечно же, уходят на аренду помещения. Второе – это также инвентаризация, обновление, то есть инвентаря нашей студии. Ну, это коврики. Также капитальный ремонт тоже. Также квалификация наших инструкторов. Также там еще был пункт о том, чтобы как можно больше людей привлечь, в том числе и работников. Как подчеркивает глава Якутии Айсан Николаев, малый бизнес продолжает сохранять рабочие места и развиваться. Видны хорошие показатели по итогам всех принимаемых мер федеральной и региональной поддержки. Они помогают не только сохранить число занятых в сфере предпринимательства, но и увеличить его. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Якутск.
Также Якутия получит более 85 миллионов рублей на создание школ креативных индустрий. Их откроют при Якутском художественном училище и колледже культуры и искусств. Чему планируют учить школьников в школах креативных индустрий, знает Светлана Амосова. Школа креативных индустрий – это площадка для создания уникального продукта, который в конечном счете может стать визитной карточкой как региона, так и страны в целом. Якутия стала 6-м субъектом, где будет открыто творческое пространство для молодежи. Заявки на получение средств сформировало Министерство культуры и духовного развития Якутии. Из 3 сформированных победили 2, в том числе и художественное училище. Большая коллективная тяжелая работа. Первые дни мы почти там работали до ночи. После меня еще некоторые ребята тоже работали. Конечно, рады были. Мы хотели и так что-то вот такое создать, школу для детей. За счет федеральных средств в размере 45 миллионов рублей будут переоборудованы кабинеты и оснащены современным оборудованием. Здесь на базе художественного училища будет открыто 3 студии – анимации, 3D-графики, фотографии, видеопроизводства и дизайна. Всего планируется охватить не менее 90 школьников. В училище студии разместятся на 1-м этаже. В целом проект рассчитан на детей от 12 до 17 лет. Основой обучения детей будет проектная деятельность с привлечением представителей конкретных творческих профессий. Школа сама будет работать. Мы рассчитываем, если все это закупим оборудование. Сумма очень большая, ответственная. Мы должны 30 компьютеров, 30 ребят купить, и это сеть, серверы купить, и это все в российскую систему войти. Мы будем вообще другими школами уже контактировать и онлайн обмен опытом и так далее. Вот очень интересно будет учиться, да. Отбор будет проходить на конкурсной основе. Традиционные вступительные экзамены художественное училище планирует организовать в июне следующего года и с сентября начать обучение. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. В Алдане первая группа курсантов получила сертификаты операторов управления беспилотными летательными аппаратами. Обучение на базе Алданского медколледжа прошли сотрудники Росгвардии. А на экзамене им предстояло найти пропавшего в лесу человека. В поисках приняли участие и наши коллеги. После запуска беспилотный летательный аппарат делает снимки местности по заданной координатной сетке. Сейчас предстоит найти пропавшего в лесу человека. Обследуемая площадь большая и время – самый дорогой ресурс. Таковы условия задачи, которую предстоит решить группе курсантов. Экзамен на право управления квадрокоптером сдает группа сотрудников Росгвардии. Они будут по заданным координатам на карте. То есть у нас есть 3-4 условных точки, которые обозначены на карте. В радиусе этих точек они должны будут найти пострадавшего. Обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами проводят преподаватели Алданского медицинского колледжа. Учреждение среднего профессионального образования – единственное в Алдане, имеющее лицензию на обучение операторов. К слову, манекен был позаимствован из симуляционного кабинета медколледжа. Конечно, сложности есть. Все-таки эта техника достаточно новая. Казалось бы, вот мы ее видим, но тем не менее взлет, посадка, какие-то восьмерки. Тем более, одно дело, когда ты видишь квадрокоптер, вот просто видишь его. Другое дело, когда ты управляешь уже им через экран, через монитор, ты не видишь, когда он улетает за лесной массив, куда-то далеко, там на несколько километров, и нужно тоже научиться им управлять именно по монитору. Пока экзаменуемый занят поиском пропавшего человека, его одногруппники оттачивают практические навыки по управлению квадрокоптером на тренировочном оборудовании. Проблемой в запуске дрона может стать сильный ветер. Вес беспилотного летательного аппарата не превышает нескольких сотен граммов. Ограниченным будет время работы квадрокоптера в сильный мороз. На холоде заряд батареи быстро снижается. Но с погодой экзаменуемым повезло. Данное обучение необходимо нам для повышения квалификации, а также для помощи в работе, связанной с нашим умением работать в области охраны объектов, а также со сложившейся политической обстановкой в стране. Курс обучения рассчитан на 36 часов. После того, как усвоена теория и отработаны практические навыки управления беспилотным летательным аппаратом, курсантам предстоит сдача экзамена, по результатам которого они получают сертификаты операторов управления квадрокоптером.
В таких условиях на территории парка разрешение мы получили, и до середины ноября, до второй половины ноября здесь будут проходить в ежедневном режиме как раз обучение и практические занятия. Первая группа курсантов, сотрудников Росгвардии, экзамен сдала успешно. Скоро к занятиям приступят медработники. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Арктика для людей с характером. Под таким названием в Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная общественному проекту «Чистая Арктика». Сколько добровольцев приняли участие в генеральной уборке Белого края, с каким мусором чаще всего сталкиваются общественники. Об этом в материале Айсены Бурнашовой. Якутия большая, она гостеприимная. В Тиксе мы убирали и корабли, и мусор, и личное участие и первого лица. Поэтому здесь вообще вопросов никаких нету. Якутия очень гостеприимная. В этом году в Тиксе установили рекорд. Всего за одну неделю собрали почти 800 тонн металлолома, наследия советских времен. Для сравнения, это вес 30 груженных фур или 28 танкерных контейнеров. Мусор собрали силами 70 человек, волонтеров, местных жителей. Была расчищена бухта поселка и берег залива Булункан. В Тиксе это фактически, наверное, единственный из регионов, где мы смогли показать полный цикл. То есть мы убрались, мы загрузили это на судно, и мы отвезли это на переплавку. Большая настороженность и ответственность местной власти, это вот когда мы коснулись Сундан-Днепр, которая стоит у нас на берегу Тикси и, в принципе, лопнула. И, может, мы все вместе, всем миром, вместе с руководством области этот вопрос будем в следующем году решать обязательно. Вместе с Тикси уборка мусора в этом году также коснулась Верхоянского и Устьянского районов. И здесь только с одной Усть-Куйги удалось собрать почти 1000 тонн металлолома. Цифра впечатляет, но и работы предстоит много. Устьянский район – лидер по накопленным отходам. Там находится почти 2 миллиона тонн железа. Ни одно другое государство мира так много не сделало, на севере так много не делает. И те масштабные проекты, которые сегодня реализуются, самое важное в этом проекте то, что он волонтерский, он добровольческий. Проекту всего 2 года, и за это время в 9 регионах страны на уборку вышли свыше 3000 волонтеров. Вместе с накопленным металлоломом в 80-х они собрали и мусор наших дней. А Баренцево море, где мы самые большие показатели пластикового загрязнения обнаруживаем, там в основном вот промысловые вот такие, это вот у нас дели, траловые дели, которые отрываются, скорее всего, в шторм. Половина – это иностранного происхождения, при этом четверть это всегда получается Норвегия, и вторая четверть это уже сборная солянка. На востоке страны мусор тоже импортный. Вот, например, видео с Чукотки, с острова Ратманово. На кадрах противоположный берег. Видно, как жители американского острова Крузенштерна сваливают, по всей видимости, бытовые отходы прямо в Берингов пролив. От российских границ их отделяет всего 4 километра. Течением прибивает, особенно это касается пластика, другого мусора. Поэтому эти проблемы есть. Ну, мы же не можем сейчас в этой ситуации, скажем так, Аляске погрозить пальчиком. Поэтому будем делать у себя дома все, что необходимо сделать. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Последняя в этом году короткая рабочая неделя началась в России. Она будет 4-дневной из-за Дня народного единства. С 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг – предпраздничный день, в который по продолжительности работы сокращается на 1 час. При этом по закону наличие нерабочих праздничных дней не служит основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса. Сдельщикам и сотрудникам на почасовой оплате, которые не работали 4 ноября, должны выплатить дополнительное вознаграждение. Далее смотрите рубрику «Между тем», но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. На прошлой неделе в России завершилась частичная мобилизация, которая была объявлена 21 сентября. По сообщению министра обороны, за это время в ряды вооруженных сил было призвано 300 тысяч человек. Сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку и находятся на полигонах. 82 тысячи призванных находятся в районах проведения спецоперации.
Военные комиссариаты продолжают принимать только добровольцев и контрактников. По словам министра обороны, в ходе частичной мобилизации призвали и направили в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти, свыше 27 тысяч предпринимателей. Кроме того, 13 тысяч человек, не дожидаясь повесток, заявили о своем желании принять участие в спецоперации. Они были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. Между тем, в Якутии практически завершен сбор сведений для назначения материальной помощи семьям мобилизованных. Средства им должны поступить со дня на день. В порядок предоставления помощи внесут изменения, чтобы средства были доведены до каждого мобилизованного. С 5 октября по указу главы республики семьям мобилизованных положен целый комплекс мер поддержки. В первую очередь, единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Основанием для назначения выплаты является подтверждение из воинской части, что гражданин действительно призван на службу в рамках частичной мобилизации. На сегодняшний момент завершена обработка сведений, поступивших из воинских частей. Иногда случаются задержки по выплатам, но тут проблема заключается в том, что на одного мобилизованного подают несколько заявлений от всех членов семьи. Или же родители проживают за пределами республики и не могут написать заявление. Для того, чтобы ни один мобилизованный не остался без помощи, правительство республики готовит соответствующие изменения в порядок ее оказания. Все предложенные меры поддержки будут доведены до родственников мобилизованных в полном объеме. При возникновении вопросов о назначении материальной помощи семьям мобилизованных необходимо обращаться на горячую линию по номеру 122. Всего доброго.